С 1 января 2018 года зарплаты бюджетников, которые не были охвачены майскими указами президента 2012 года, будут подвержены долгожданной индексации. Напомним, что мера пятилетней давности выборочно затронула отдельные категории граждан – медработников и педагогов. Нынешняя индексация заработной платы коснется бюджетников, не попавших под программу пятилетней давности, и составит 4%. Она охватит работников федеральных, казенных, бюджетных и автономных учреждений, госорганов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба. Прибавку к зарплате для других категорий работающего населения обеспечит повышение минимального размера оплаты труда. В соответствии со статьей 421 Федерального закона от 28 декабря 2017 года минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года установлен в размере 9489 рублей. С учетом уральского коэффициента сумма будет составлять 10 912 рублей. Минимальный размер оплаты труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации устанавливается единовременно на всей территории страны и не может быть ниже уровня прожиточного минимума. Данный показатель для трудоспособного населения за второй квартал 2017 года значительно превышает минимальный размер оплаты труда. Наращивать его до необходимого уровня планировалось в несколько этапов, вплоть до начала 2019 года. Однако, согласно последним новостям, велика вероятность, что достигнуть поставленного результата можно будет досрочно. Президент России Путин внес предложение о досрочном увеличении МРОТа. В настоящее время готовится законопроект об увеличении МРОТа с 1 мая 2018 года. То есть не будут ждать 1 января 2019 года. Хотелось бы напомнить, что прожиточный минимум трудоспособного населения за второй квартал 2017 года составляет 11 163 рубля. То есть уже планируется в мае месяце повышение до этой суммы. Всего благодаря увеличению МРОТ в 2018 году по статистике Министерства труда, семьи и соцзащиты населения зарплаты должны вырасти у 1,5 миллиона россиян, большинство из которых работники бюджетной сферы. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.